Это же называется проект «Школа будущего». Вот здесь есть спортивный зал. Он в хорошую погоду раскрывается, а в плохую закрывает. А потом обратно открывается, когда хорошая погода. И стоит там, дети занимаются. Вот здесь парк лесной, здесь скамейки, можно ученикам отдохнуть. Наверху школы есть символ Сибая, куница. В Центре детского творчества состоялся второй городской фестиваль технического мастерства «Дорога в будущее». Юные техники из 17 дошкольных учреждений города соревновались в мастерстве и креативности по моделированию и конструированию. Фестиваль направлен на развитие творческих способностей дошкольников и выявление детей, обладающих нестандартным мышлением и способностями конструктивной деятельности. Его организатором выступил отдел образования, а детский сад «Лейсан» подготовил и провел мероприятие, ставшее настоящим праздником не только для участников, но и для зрителей фестиваля. Открывая встречу юных конструкторов, с приветственным словом выступила заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузели Шимгулова. Очень хороший фестиваль мы с вами придумали, и очень хорошо мы, оказывается, к нему готовимся. Помимо того, что сегодня представлены самые лучшие команды с вашего дошкольного учреждения, вы эти фестивали провели каждый в своем детском саду. Охват детей у нас становится в 3-4 раза больше. Вы подрастете и обязательно уже 100% уверенно войдете в нашу новую программу «Антиклашки». Но всем сегодня, ребятам, педагогам, родителям, которые за вас болеют, я желаю успехов. Юные техники соревновались в 3 группах разной направленности. Самые маленькие участники по образцу выполняли конструирование и моделирование фигур из наборов лего-дупла. Вторая группа занималась транспортным моделированием. Ребята собирали различные корабли, автомобили, самолеты и вертолеты. И конкурсанты постарше создавали и конструировали различные виды зданий, используя заранее подготовленные заготовки. Здесь можно было убедиться, как много всего можно смастерить из картона, коробок, пластика, дерева и других подручных материалов. Мы будем с ними путешествовать. Поэтому решил сделать кораблик? Ну, здорово. А почему ты решил вот сделать такую машину пожарную? Потому что у меня получалось, и я с мамой учился делать. Отлично. Хорошая у тебя получилась работа. Мама нравится? Да. Ты давно занимаешься лего-конструированием? Да. Тебе нравится? Да. А кто твой педагог, с кем занимаешься? Кто тебя учит? Папой. Работают на бензин, но эти нет. Они загрязняют экологию. А твои машины? Нет. На чем они работают? Вертолет работает на воде. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал? Собаку. Собаку? А ты давно увлекаешься лего-конструированием? Я помогал маме сделать колеса. Давно? Тебе нравится? Да. А с кем занимаешься, дома или в садике? Дома. У Кремля 20 башен. А самая главная и красивая Спасская башня. На ней расположены самые главные часы – куранты. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, какой проект и почему его именно ты выбрала? Потому что мне нравится делать домики из коробочек. Известные персонажи из мультфильма «Фиксики» Нолик и Симка развлекали участников в перерывах между занятиями. Они устраивали физминутки и зажигательные танцы под любимые детские песни. Огромные роботы, появившиеся в рамках сценария, вызвали у ребят бурю эмоций и придали мероприятию особый колорит. Ни одна команда в этот день не осталась без подарка. Все были награждены в своих номинациях и получили памятные призы от спонсоров. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.